10 единиц техники бригады из 80 рабочих заняты сбором долгожданного урожая черешни. Работы в саду ведутся одновременно на нескольких рядах. У каждого свои обязанности. Бригадир отмечает, что в такую погоду, как сегодня, трудиться гораздо легче, тем более, когда веселый коллектив. Сегодня вот до обеда 1,5 тонны уже собрали. И еще собирают, работают эти люди. Черешня в этом году очень сладкая, урожай очень хороший. Сами пробовали? Да, очень сладкая, очень вкусная черешня. На первый взгляд работа не пыльная, но ответственная. На каждой грядке своя платформа, которая способна поднять бригаду из 6 человек на высоту около 3 метров. Рабочим лишь нужно сорвать спелый фрукт. Несмотря на то, что в современном мире все автоматизировано, на предприятии такую работу доверяют только людям. Сбор осуществляется настолько вручную. Это более бережный, более качественный сбор. После чего черешня складывается в ящики по 5 килограмм. Опять же, ящики предусмотрены для того, чтобы не создать давку ягоды. И после этого она отправляется в оптово-распределительный центр для дальнейшей сортировки и переработки. Сладкие, спелые и сочные. Вкусную черешню, выращенную на ингушской земле, ждут по всей стране. Качество продукции на достойном уровне. А все благодаря отказу от химикатов. В этом фруктовом саду пользуются исключительно биоподкормкой. По насекомым здесь тоже не работают никакими препаратами. Это большой плюс. Здесь выставляются химические ловушки для этого, которые притягивают насекомых к себе. И насекомых потом в ручном режиме отсюда убирают с этих химических ловушек. То есть здесь только работают лекарствами и один раз удобрениями. Все. Общая площадь сада-гиганта около 900 гектаров, 5,5 из которых отвели под черешню. Средний показатель сбора на эту площадь до сих пор не превышал 26 тонн. Рабочие уже подсчитывают урожай. В этом году планируют собрать более 50 тонн, в 2 раза больше прошлогоднего показателя. Уже собранную продукцию отправляют в сортировочный центр. Там черешню расфасовывают с учетом 2 сортов. Черешня рассортируется вручную по размеру и по качеству. Значит, по размеру первый сорт должен быть не ниже 20 диаметра 20 миллиметров. После сортировки продукцию отправляют на хранение в холодильник для полного созревания. После сьювейеры крупных торговых компаний проводят обследование на качество продукции. Закупают продукцию сада-гиганта крупные торговые предприятия, как «Магнит». Сад уже давно заявил о себе на российском рынке. Фрукты проходят процедуру проверки на ГМО. Мы осматриваем и отправляем, естественно, на «Магнит». И товар очень хороший. Да, нет никаких зацеп. А потребители сегодня пользуются спросом? Да, пользуются спросом, конечно. Продукция продается и идет в ход. А жители республики могут закупиться продукцией сада-гиганта и не только в новом фирменном магазине, который находится здесь же. Помимо черешни и яблок на прилавках представлено большое разнообразие продукции. Молочные, колбасные изделия и специи. Более 2000 наименований продуктов от российских и зарубежных поставщиков. И все они доступны в розницу по оптовым ценам. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.